хотя единое. Ингушское национальное сознание насчитывает не менее нескольких столетий. Только в 1918 и 1991 годах ингуши смогли предпринять серьезные шаги к своей давней цели — этнической автономии, политического нейтралитета, права собственности на собственную землю и выгодного положения в крупном государстве. Ингушская грамматика. Доктор Джоанна Николс. Ингуши не обязаны отвечать за грехи других людей, не обязаны спасать безумцев, при этом подставляя себя под удар. То, что должно произойти, произойдет. Ингушетия. Нейтралитет. В очередной раз чеченские тикток-войска сели в лужу накануне, во время курского наступления ВСУ. Вместо того, чтобы встретиться лицом к лицу с противником, как завещал Кадыров, его хваленая армия просто спряталась в ближайшем лесу подальше от маршрутов следования наших войск. От них ничего другого не ожидали, или никто ничего другого не ожидал от них. Все было понятно еще с первых рейдов РДК, только трусость, и больше ничем пояснить не могу. Вот и все. Мне кажется, больше другого логического объяснения нету. Вместо себя любимых кадыровцы отправили в бой необстрелянный российский молодняк из числа срочников. На соседнем опорнике стоял Ахмат. При нашем окружении они сбежали, потому что, как я думаю, ребята говорят, что Кадыров сказал, чеченцы не сдаются, и при любой угрозе они убегают, чтобы не попасть в плен. Но и это тоже неправда. Кадыровцы, как выясняется, еще и как сдаются в плен. ВСУ уже публикует в сети первые видео захваченных под Курском чеченцев. Украинский проект «Хочу жить» опубликовал видео с несколькими десятками военнопленных, которых украинские бойцы захватили в ходе боев. Большинство пленников заявляют, что они из Грозного. Грозный? Грозный. Ахмат? Да. Ахмат, красавец. Ты откуда? Грозный. Ну быстрее вспоминай. Что с памятью? Грозный. Грозный? Да. Ахмат, понял. Ты? Грозного. Так же? Да. Та же история, понятно. Но это лишь малая часть чеченцев, прячущихся от ВСУ по лесам и посадкам. Реального боя кадыровцы за все это время не дали ни одного. Российские зет-военкоры в бешенстве. Они уверяют, подлости Рамзана Кадырова нет предела. Это уже тогда был такой мем, что кадыровцы где-то в заторе, а сейчас, оказывается, еще не только в заторе, они еще и в засаде. Вот уже 7 дней кадыровцы никак не могут встретиться с украинскими войсками. На фронте ходят слухи, что грозный и бесстрашный Дон-Дон, как последний трус, первым побежал договариваться с ВСУ и даже заключил с украинскими военными тайное соглашение о ненападении. Про цирк Ахмат на границе, разминулся с хохлами и так далее. Редко делюсь такой информацией, но здесь доверяю ей на все 100%. Ахмат прекрасно знал, что хохлы будут наступать, где они будут наступать и когда они будут наступать, и сознательно пропустил их. Они банально договорились с хохлами и заключили нечто вроде пакта взаимного ненападения. Посредником в переговорах выступил Джамбетов, поэтому Апти Аронович 3 дня подряд и оправдывался в своих роликах, рассказывая одну и ту же историю про то, как они случайно разминулись с хохлами. Пазл сложился. Для многих россиян это стало последней каплей. На кадыровцев объявили охоту свои же сограждане. Международное разведывательное сообщество «Информнапалм» за последние несколько дней получило десятки сообщений от местных жителей Курской области, которые охотно передают данные о кадыровских боевиках, прячущихся в лесах и посадках в нескольких километрах от боевых действий. Жители недовольны, что эти барашки не выполняют свой долг зажариться под украинскими дронами, а прячутся в лесу. Негодуют по поводу трусости кадыровцев и в рядах самой российской армии. Те, кто еще вчера страдал от чеченцев в казармах, сегодня с радостью сливают в ВСУ координаты бывших сослуживцев в лесах Курской области. С начала мая и до 6 августа кадыровцы периодически
наведывались к ним в казармы, заставляли срочников выполнять действия сексуального характера и всячески издевались, избивали ногами и говорили, что они, цитата, «русские свиньи, которые должны с***ть». Когда в Курскую область зашли украинские силы, кадыровские насильники-мужеложцы сбежали и скрылись в ближайшем подлеске, координаты которого российский срочник без каких-либо угрызений совести и слил в ВСУ. Что важно, мотивацией рядового стало даже не желание сохранить собственную жизнь, а жажда отомстить кадыровцам за издевательства, которые он и его сослуживцы терпели от боевиков подразделения «Ахмат». А вот реакции на поведение Кадырова и его хваленой на словах армии со стороны официального Кремля так и не последовало. И вряд ли ее в принципе стоит ожидать, поясняют аналитики. Другого ожидать от расистов ничего не стоило. Расисты и верхушка, они же не хотят показать, что они были не готовы к данной операции. Внутри кулуаров российской власти идут определенные разбирательства, что делать, как быть, кто виноват. И это прекрасно. Пусть они там все парализуются и не смогут принимать адекватные политические и военные решения. И тут нет ничего необычного. Вспомните хотя бы Пригожинский путч 2023-го. Тогда дондоновские тикток-войска тоже очень хотели, но так и не смогли оказать сопротивление противнику. И подобный сценарий повторяется каждый раз, когда к позициям Ахмата начинает приближаться линия фронта. Они ставят себя гораздо выше, чем регулярные российские войска и по обеспечению, и по отношению. И активно они не влезают в боевые действия, они находятся там в 3-й или в 4-й линии обороны. Их очень часто можно увидеть ездящих на дорогих автомобилях, люксовых, причем даже не военная комплектация, а именно люкс. В ресторанах, в кафешках стреляют в воздух, танцуют лезгинку.